Знакомьтесь, канашцы, это участница номер 2 нашего званого ужина. И сейчас она будет набирать продукты для своего званого ужина, на который она пригласила своих друзей. Итак, они уже друзей. Телега. Спасибо. Красивая тележка. И мы начинаем поход. Итак, Анют, давай познакомимся с меню твоего званого ужина. Так, чем ты хочешь шокировать своих участников, своих друзей? у нас будет горячий салат с фасолью. Какая-то новинка. Как основное блюдо запечем шеечку, подадим гарнир в виде свежих овощей, зелени. И на десерт у нас будет шербет. Ух ты, какой название шербет красивый. с сухофруктами. Что-то восточное. Шербет анечкинский. Так что будем готовить, будем набирать. Так, для твоего горячего салата какие тебе ингредиенты нужны? Для горячего салата нам нужен фарш, специи, лук, морковь и макароны. Фасоль. И фасоль. Все. Ну, тогда идем туда, где находятся у нас эти продукты. Вперед! Идем. Где находятся у нас крупы, фасоль, И макароны. Макароны. Все изделия здесь. И как раз то, что нужно. Так. Вот у нас фасоль. Берем красную фасоль, она идеально подойдет просто. Так, давай пока тележку буду держать. Да. Возьмем бантики, бабочки. Они мне очень нравятся, они классно будут смотреться в салате. Да, конечно, красивые. Так, дальше. Теперь специи возьмем кориандр. Я взяла розмарин пока. Взяли приправу для курицы, потому что мы будем фарш куриный использовать. В составе как раз есть и куркума, и кориандр, которые нам очень нужны. Так, ты еще взяла кокосовую стружку, да? Взяла кокосовую стружку. Это у нас для десерта, совершенно верно. Находятся все специи, ты взяла их. И розмарин у нас для основного блюда. Так, давай, положили. Дальше. Нам нужен сюда, где у нас находится мясо. Нам нужен фарш. Как раз маленький лоточек, то, что нам нужно. Куриный фарш мы взяли. Все свеженькое. Ну, тут большой выбор кетчупа. Кетчупа большой выбор, ты но именно то, что тебе нужно именно для твоего фирменного салата. Кстати, как он называется, салат? Горячий салат с фасолью. Просто с фасолью. Анечкинский. Анечкинский. Вот я думаю, наверное, я возьму все-таки татарский. Маленькую совсем не нужно баночку. Вот такую вот баночку мне ананасов вполне хватит. Маленькие кусочки. Теперь набираешь для основного блюда. Да, теперь набираем для основного блюда. Так, мы берем мясо, мы берем специи, возьмем на гарнир вот такую вот крупу сага. Она будет очень выглядеть красиво, здорово. Теперь нам надо будет добрать специи для мяса. Нам для готовки нужна приправа для свинины. Вот она как раз здесь стоит, на нас смотрит. Сейчас мы ее возьмем. И вот ее мы используем для готовки. Так. Дальше мы возьмем лимон и овощи. И вот здесь мы находим то, что нам нужно. То, что нам нужно. Нам нужны пару огурцов и пару помидоров. Будут хорошо смотреться огурцы, мясо и овощи. Это просто идеальное сочетание. Возьмем 2 огурца. Парочку-троечку помидоров. Если они небольшие, 3 штучки возьмем. Вот так вот. Теперь мы далеко отходить не будем. Для десерта нам нужно в первую очередь сухофрукты. Я вот вижу уже готовые здесь наборы, просто шикарные. Как раз то, что нужно. Можно выбрать. Вот, наверное, вот такой вот набор возьму. Это у нас и вместо конфет погрызть замечательно подойдет. И на шербет как раз то, что нужно. Здесь у нас шербет будет готовить, Аня. Да, здесь у нас есть и цукаты, есть и орешки, есть и изюм, и банановые чипсы я вижу. Ну, просто идеально. Так. Ну что, отправляем в тележку, Анют. Отправляем в тележку. И теперь, что нам для этого нужно? Что еще нужно? Шербет я буду готовить без сахара, поэтому не подсластим немножко финиками. И надо взять сухое печенье. Ох, нравится мне вот эта секция, Анюта. Как тебе?
А тебе нравится? Я просто, вот, знаете, заходишь, и прям такой аромат стоит. Тут такие вкусности. Обалденный. Так, интересно, у нас галеты, они с солью идут или без? Так, как раз их 300 грамм, столько, сколько мне нужно. Вот. Так, Удачно, прям как Прям- ты знала, где находится. так, украсим шербет казинаками. Вот, видишь, для украшений, и не только для украшений, для улучшения вкуса, это же Да. тоже пригодится. Просто будет супер. Я чувствую, что у тебя что-то какая-то там тоже задумка есть в твоем Есть. шербете. Давайте выложим помидоры. Как раз даже есть вот свой фирменный пакет. И вообще, здесь у нас, я хочу заметить, что здесь очень чувствуется вот это наше национальное. Ну, теперь Есть только чем накормить гостей. идем к тебе, ты начинаешь готовить и встречать будешь своих дорогих гостей. Точно. Ну, вперед, Анюта. Дорогие канажцы, итак, наша участница Анечка, вторая участница, будет сегодня собирать гостей на свой званый ужин. Итак, Анечка, давай рассказывай, что ты предложишь своим гостям по своему меню, которое ты уже составила. Ну, сегодня мы начнем званый ужин с горячей закуски. Это макароны с фасолью, горячий салат. Основное блюдо у нас мясо. Ну, вот тут оно мясо. В маринаде, лежит, вот. в маринаде авиньон. Ну, ты потом И- расскажешь, что там за маринад. Ну, конечно, Ага. обязательно. На И? десерт у нас будет шербет и чай с чабрецом. Давай, Анечка, приступаем. С чего начинаем готовить твой званый ужин? Готовить мы начинаем с основного блюда, потому что оно дольше всех готовится. Ну да, мясо, потому что да. И нарежем его порционно. Давай. Нарезаем. Я тут смотрю, у тебя чеснок, а вот ты мне обещала рассказать, какие у тебя тут специи, в чем у тебя маринуется мясо, чтобы оно было вкусное, чтобы оно было мягкое, ну и, соответственно, чтобы понравилось гостям. Мясо у нас маринуется в розмарине, базилике и подсолнечном масле. Можно использовать оливковое масло, ну или любое другое А что растительное. у тебя за мясо? Я смотрю, тут Так. такая жирная прослойка, это, наверное, свинина, да? Это шеечка свиная. Шейка – это самая нежная часть свинины, а это у нас говядина. Буду готовить оба мяса, потому что не знаю, кому больше что понравится. Вот. Ну да, кому-то нравится свинина, Кому-то говядина. Анют, я у тебя хочу, знаешь, о чем спросить? Вот ты уже познакомилась с участниками. Мгм. А что ты вообще думаешь о них? Ой, Вот прошел первый званый, ты пообщалась с ними, у тебя какое-то представление о них есть. Вот скажи, пожалуйста, что ты думаешь о них? все такие интересные, все такие индивидуальные. Знаете, я как-то даже не ожидала, что у нас в Канаше есть вот такие вот интересные люди, которые увлекаются, прям вот реально увлекаются чем-то. Маргарита у нас заведующая музея, и прям чувствуется то, что она испытывает удовольствие от своей работы. Прям она так смачно все рассказывает, что касается музея, что касается истории. Олечка у нас занимается, тоже очень любит свою работу. Она работает, доводит красоту. Очень приятно работать все-таки с женской красотой. Николай, ну это талантище. Это талантище. И мне нужен помогать, совет. скажи. Совет нужен. Давай. Свинину с говядиной вместе выкладывать или по отдельности? Ну, наверное, по отдельности желательно бы. Я так думаю, тогда и то, и другое нужно все-таки в фольге. Плотненько выложим сюда мясо. Таким вот образом. Положим несколько зубчиков чеснока. Он у меня уже здесь готовый. Сначала плашмя, вот, и потом уже нарезать мелко. Это секрет. Все время об этом секрете забываю. Ну, главное, вспомнили. Главное, Так, ложим. вспомнили. Хорошо. И теперь аккуратненько, плотненько заворачиваем, чтобы у нас сок не вытек.
А потом уже в конце готовки мы разрежем фольгу и дадим мясу подрумяниться немножко. Ну да, сначала в фольге для того, чтобы мясо полностью поджарилось. И сколько должно готовиться это? Примерно 40 минут, 40-50. Все. Так, натираем морковь на какой? На каком? На крупном, на среднем? На крупной. На крупном. Разрезаем лук прям крупными кольцами. Так, потом. Приправу уже добавляю, потому что прожаренная приправа дает больше аромата. А вообще по жизни сама любишь готовить? Очень. Очень. Ну, наверное, твои родные, особенно супруг и дети, наверное, просто в восторге от такой мамы, которая и готовит, и рисует, и вышивает, ну, и еще и работает. Добавляю немного майорана. Кстати говоря, когда вот специи дома выращиваешь, да, как-то привыкаешь на специях не экономить. Потому что обычно мы покупаем, щепоточку пустили. Да. Специи-то. А когда дома растет и шалфей в большом количестве, и майоран, и все такое прочее прелестное и вкусное, уже на этом не экономишь. Теперь нужно мелко нарезать чеснок. Ой. Дальше Заливаем что соус. Вот чего. Вот, оказывается, для чего нужны были эти консервированные ананасы. Мелко порезанной рукой Ани. Ну, что-то такое замечательное получается, да? Ананасы сладкие, а соус у нас кисло-сладкий. кисло-сладкий. И в результате получается Гавайский, волшебный гавайский соус. Салат у нас, погода сегодня холодная, и горячий салат, думаю, для начала не помешает. званого ужина это как раз то, что надо. У нас обычно салаты бывают холодные, горячие салаты редко кто подает. Сегодня будет горячий салат. Холодными Так. обходится. Горячая закуска у меня называется «Приятности», потому что там много всего приятного и вкусного. Да, уж мы видим по ингредиентам. Давай, рассказывай, какие у тебя ингредиенты входят в твой замечательный салат. Приятно. Так, отвариваем сначала фасоль. Воду не сливаем, в этой же воде отвариваем макароны, они приобретут приятный красный оттенок. Макароны какие красивые. Макароны, бабочки будут замечательно смотреться. Соус у нас будет состоять из кетчупа и ананаса, для того, чтобы придать... Ананас, консервированного ананаса. Консервированный ананас, у тебя тут еще есть... Фарш, фасоль, пассерованный лук и пассерованная морковка у нас будут объединены, и мы их потушим немножко. А также добавим майоран вот и шалфей. Самое интересное. Также у нас приправа для курицы уже готовая. Взяла такой, потому что там в составе есть кориандр, есть куркума. Это то, что нужно для нашего блюда. Фарш у нас куриный. Кипит вода. И что мы сюда отправляем? Мы сюда отправляем соль. Давай. Так, 20-25 минут. 20-25 минут, замечательно. Фасоль наша отварилась, и теперь мы отправляем вариться наши макароны. Замечательные макарошки. Причем варим мы их в том бульоне, которым варились вот у нас фасоль. Причем макароны тоже полезные, поскольку они у нас из твердых сортов пшеницы. Нам же фасоль нужно добавить уже в сковородку. Ух ты, давай. Вот она, родненькая наша, готовенькая, красивая. Туда же, в принципе, уже можно сразу добавить фарш. И отправляется куриный фарш. Но надо же, вареный фасоль мы добавляем сырой куриный фарш. Это, конечно, очень интересно. Добавляю нашу зелень и чеснок. Будем готовить десерт. Давай. Десерт у нас щербет Анечки.
Анечкин десерт. Анечкин, да, потому что это... Фирменный. Да. Запомните, Анечкин щербет. Так. Удивительно. А, если что бы для этого нужно? Какие компоненты тебе нужны для этого щербета? Сухофрукты. Так. Готовая смесь для изготовления коктейлей. Так, кстати говоря, желательно брать продукт натуральный, чтобы там искусственных добавок не было. Правильно, конечно. Пусть будет у нас все-таки полезная вещь. Я Что предлагаю здесь вам мне? нарезать финики мелко. Так. Я растолку печенье и тоже примусь за сухофрукты. Процесс пошел. Ой. По цвету видно. Добавили молоко. И у тебя такая сейчас получилась масса интересная. Да. И печеньки, которые, кстати, не впитали в себя, они будут очень интересно смотреться в самом щербете, прям кусочками. Это будет очень здорово. Сюда теперь мы добавляем Финики. финики. Все вот эти, да? И все вот эти вот. Красоту. Да. Опа. И цукаты. Цукаты. Опа. Ой, красиво они получаются. Хорошенько Какая ты молодец, перемешиваем. Щербет Анечки готов. О, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что-то сегодня прохладненько. Здрасте. Ой, какая прохладненькая. Я точно. такая прям, я как экспонат музейный. И раз я музейный экспонат, я с сувениром пришла к вам. Завтра праздник большой. О, здравствуйте, здравствуйте. Заходите. Здравствуйте, Давайте проходите сюда. Да. Здравствуйте. Можно я столько дверь- вам названный ужин? Дверь закроем. Так. Цветочки. Какая прелесть. Спасибо большое. Проходите. Привет. Заходи. Я к вам тоже с хорошим настроением. Сегодня с красными шарами. Здорово, спасибо. Красный цвет это символизирует у нас любовь. Хочу, чтобы у тебя этого чувства было в избытке, а это тебе, в твою семью, вот такая кара. Какая прелесть. Спасибо. Для любви и гармонии вашему дому. Но мне кажется, это меню по мне должно оно понравиться. Прочитала все специи. Вот, надеюсь, подведу потом итоги. Ну, наверное, будет очень вкусно. Ну, ингредиенты интересные. А в сочетании все это, как это будет, это мы попробуем, когда нам Анечка вынесет десерт. И что-то будет интересное. Очень вкусное блюдо. Посмотрим, как в домашних условиях. Попробуем. Вот Анюта нам приготовила замечательный ужин, и которым сейчас она нас будет всех подчивать. Я так думаю, что блюда у нее получились очень изысканные, необычные по названию, по содержанию. Я думаю, что вы, конечно, сейчас оцените, вынесете свою оценку. Горячий салат приятности. Надеюсь, он теплый, Название горячий. какое у нее красивое. Приятности. Ну, Очень даже заманчиво, очень красиво очень оформлено. красиво. И, во-первых, очень Мне кажется, он полезно. очень сытный салат. Да, очень полезно, я так думаю. Наверное, Ну, давайте каждому попробуем. по-своему, потому что для меня он кажется легким. Авиньон так красиво назвала Аня свой О, Так, гузель. основной, свое основное блюдо, так скажем. Что это такое? Я такой никогда Очень не красиво ела. украшено. Вообще красиво. Смотрите, очень Оформление красиво такое. оформила. Спасибо. И Спасибо. гарнир у нее. Это даже портить сага. жалко. Смотрите, какая красота. да. Красиво, красиво. Это не рис даже. Нет, это сага.
каждый выбирает из вас песенку. Песенки детские, популярные, все, наверное, уже в детстве слышали, и когда повзрослели, знаете, да? Задача прослушать минусовку и вот эту вот песню под другую мелодию попробовать спеть. О, Так. Слова от другой песни будут, а музыка, то есть музыка одна. Музыка от другой. Су родилась елочка, су она росла, зимой и летом стройная, зеленая. Все, припев пошел. Антошка. Антошка, пойдем копать. Картошку, Антошка, пойдем на картошечку. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбочки, с улыбочки. С голубого ручейка начинается река. Молодец. Дни на минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди, не жди, не жди. И хотя нам прошлого немного жаль. День прошел очень интересно, очень увлекательно. Приятно было общение вот во время готовки с Гузелью. Да. Ну, я думаю, что Маргарита поставит мне 70 баллов, потому что все-таки она не смогла распробовать все блюда, для нее были большие порции. очень было интересно, много полезного мы взяли, много смеялись. Это даже прям очень весело. Коллектив все сближается у нас в нашей компании. Очень веселый наш сегодняшний вечер был. Что мне понравилось, конечно, оформление. Оформление на 100 можно поставить. Вот это само оформление, вот подача всего этого. А так, если в целом взять весь вечер, ну давайте сначала про блюда тогда. Блюдо, если возьмем, мне салат так, немножечко не мое показалось мне. Так, второе очень хорошее, но вот сага для меня это вот открытие было, поэтому я еще к нему не привыкла. Третье, шербет, вот это у нас тоже мне. Поэтому я только благодаря тому, что оформление было исключительно хорошее, красивое, нарезка была красивая, вот это все было со вкусом, все это преподнесено, поэтому я только ставлю вот. А развлечение, конечно, интересное, поэтому моя оценка. Николай поставит баллов 80, потому что все-таки он не любитель чая с чабрецом и не любитель кокосовой стружки, так скажем. Очень мне понравилось на званом ужине. Очень мне понравилось. Особенно второе блюдо мясное. Получилось очень вкусное. Я с удовольствием его съел. Вот. Салат необычный. Тоже много картошку заменял, фасоль. Очень было как-то необычно, но вкусно. Вот. Также время провели весело. Много смеялись, шутили. Приятно было пообщаться. В общем, ну, оценка моя вот будет вот такая вот. Оля мне поставит, если ей действительно все понравилось, 100 баллов, ну, допускаю, что баллов 60-70. Почему? Потому что она все-таки очень строгий критик, очень много уже в своей жизни попробовать успела, да, для себя нового что-то открыть, и как блюдо готовится, она все знает, у нее большой опыт, вот, поэтому думаю, что все-таки она к оценке подойдет строго и 60-70 баллов мне поставит. Если честно, все понравилось, все было вкусно, начиная с салата. Салат был очень сытный, интересный, очень интересное сочетание. Второе мясо просто было обалденное, понравилось безумно. Говядина мягкая, свинина сочная, интересный гарнир, который я первый раз в жизни попробовала, тоже очень интересный момент. Но единственный момент, что с десертом не угадала. Щербет я не очень люблю, но он еще не успел приготовиться. Вот. Развлечения, ну,
Тоже, в принципе, было неплохо, весело, посмеялись, хорошо отдохнули. Масса эмоций, впечатлений, за гостеприимность, за то, что все было хорошо, все понравилось. Ну, за маленький недочет по поводу десерта, который не пропитался. Я хочу Анютке поставить 90 баллов. Блюда все, которые она готовила, оказались необычными по названию, по содержанию. Кто определится победитель? Мы сейчас все заинтригованы, но осталось ждать совсем немного. Осталось нам еще побывать на 2 званых ужинах, и уже потом определится наш победитель, которого в конце нашего проекта обязательно ждет памятный приз. А я прощаюсь с вами, дорогие канажцы. До новой встречи!